В мае годовая инфляция в Ингушетии ускорилась и составила 9,6% после 9,1% в апреле. При этом она оставалась ниже общероссийского уровня. За месяц цены в республике выросли на 0,7%. Подробнее о динамике и причинах роста цен нам рассказали в региональном отделении Банка России. По сравнению с предыдущим месяцем, в мае заметнее всего подорожали продукты питания. Овощи стали дороже из-за окончания прошлогодних запасов и поступления на прилавки более дорогой импортной продукции. Рыба и рыбопродукты выросли в цене из-за сокращения вылова и роста издержек у перерабатывающих предприятий. При этом яйца в Ингушетии продолжают дешеветь уже третий месяц подряд благодаря росту их производства в стране. В целом за год стоимость яиц на прилавках магазинов снизилась на 32,7%. Среди непродовольственных товаров подорожали строительные материалы. На них вырос спрос, что во многом объясняется увеличением объемов жилищного строительства в регионе. Медицинские товары, одежда и белье также выросли в цене из-за роста затрат производителей на сырье и логистику. В то же время подешевели смартфоны, моющие средства, большинство видов бытовой техники и поддержанные иномарки. Основные причины снижения спроса из-за жестких денежно-кредитных условий и укрепления рубля. Из услуг наиболее заметно подорожал проезд на городском автобусе. У автотранспортных компаний выросли расходы на оплату труда работникам и обслуживание парка автобусов. Хотя цены на разные товары в регионе меняются по-разному, мы наблюдаем все больше признаков того, что высокая ключевая ставка привела к замедлению инфляции. Да и экономика в целом постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста. В то же время Банк России будет сохранять жесткие денежно-кредитные условия в течение длительного времени. Это поможет вернуть инфляцию в 4% в 2026 году.